Агзерашимаз телехопша дырвег апсу телехопша чызыграста с гуйсуа дыратара агуйсра. Бзилача обед хастудия асысча. Агубзерах чера и бзиана янечка хымпада а медицина авядзара харакхой. Ахауи веню жижаба процент, аги веню жижаба процент щек зыргыло а хакимчи амедехчи репрофессионализм раауп. Я хотел тема о профессионал кадрку. Дыратара афырхатша хадакош сырдырвыйт. Кайтан Анри Русланипа, онколог. Илона Харчлапха, агубзерахчера министра ахатарнак. Яраубас, Зинченко Виолетта Андрей Ипхам, медицина колледжа Ауслую. Яраубас Ихаму по медицина колледжа Ацарасцо, а студентша. Загидервей взяла шабейтха шаххойт. Наша программа создана в поддержку здравоохранения нашей страны. И все наши усилия направлены на улучшение качества жизни наших граждан. И, конечно, обсуждая организацию и структуру здравоохранения, мы не можем не поговорить о профессиональных кадрах в медицине. Я здесь представляю сообщество потребителей медицинских услуг, и у нас есть вопросы, а порой даже претензии к медицинскому сообществу. Давайте говорить об этом открыто. Я уверена, что открытый диалог пойдет на пользу всем. Я адресую первый вопрос нашим гостям. Как вы считаете, существует ли вообще проблема с кадрами в нашей стране в отрасли здравоохранения? И если существует, то в чем она проявляется? Первый вопрос, наверное, будет адресован все-таки, я думаю, представители Министерства здравоохранения. Прошу вас, Илона. Я хочу сказать, что проблема с кадрами, она, конечно, существует. В основном эта проблема связана с нехваткой кадров в отдельных отраслях. Но я могу вам привести статистику за последние 3 года за счет госбюджета на обучение в высшее учебное заведение Российской Федерации по разным специальностям было направлено 68 человек. В их числе студенты, ординаторы, интерны, а также аспиранты. Из 68 человек за последние 3 года через Министерство здравоохранения на обучение было направлено 11 студентов, 17 человек было направлено в интернатуру по разным специальностям. Могу вам озвучить их. Это детская хирургия, терапия, педиатрия, инфекционные болезни, стоматология, дерматовенерология. В ординатуру было направлено 33 человека, также по разным специальностям. Офтальмология, кардиология, неврология, психиатрия, нефрология, акушерство и гинекология, челюстно-лицевая хирургия, онкология, урология, инфекционные заболевания, ортодонтия, стоматология, терапия, рентгенология, УЗИ-диагностика и детская хирургия. В аспирантуру за последние 3 года было направлено 2 человека, и оба по специальности нейрохирургия. Могу вам привести статистические данные по вопросу повышения квалификации наших врачей. За последние 3 года на повышение квалификации в различные учреждения Российской Федерации были направлены 11 наших врачей по специальности неонатология, неврология, акушерство и гинекология, педиатрия, травматология и УЗИ-диагностика. Их обучение оплачивается бюджетом нашей страны? Их обучение оплачивается за счет госбюджета. Да. Ну, список достаточно впечатляющий. Единственное, мне хотелось бы подойти немножко с другой стороны. Все-таки работа проведена не маленькая, учитывая то, о чем вы сказали. Но претензии и вопросы со стороны потребителей медицинских услуг, а точнее пациентов, они все-таки остаются. Вопрос, возможно, не по адресу, но я, насколько понимаю, скажите, пожалуйста, откомментируйте, если можете. У нас существует такая проблема, как дисбаланс. Это одна из проблем, как мне кажется, в нашем здравоохранении, относящейся к вопросу кадров. Почему это происходит? То есть у нас большинство докторов сконцентрированы в столице. У нас, судя по статистике, да, в принципе, достаточно обеспеченное здравоохранение в отношении кадров. И существует ли какая-то сетка в отношении того, как должны быть распределены доктора?
Существует ли такая вообще политика в отношении этих людей со стороны здравоохранения? К сожалению, я некомпетентна более подробно ответить на ваш вопрос, но что касается такого вопроса, как вот, когда к нам приходят заявления, да, наших ординаторов или интернов, когда люди определяются, кем в дальнейшем они хотят стать, то, к сожалению, мы часто сталкиваемся с той проблемой, что они хотят продолжить обучение именно по тем специальностям, в принципе, специалистов, которых достаточно. К сожалению, это актуальный вопрос. Но дело в том, что когда студент выбирает дальнейшую специализацию и обращается с этим в Минздрав, да, как правило, они приходят с уже готовым решением для себя. И мы, честно говоря, не вправе и не можем. Единственное, что мы можем посоветовать чем-то, какую-то информацию предоставить о нехватке, там, допустим, каких-то специалистов. Но кем будет человек в дальнейшем, к сожалению, это сугубо индивидуально и решается им непосредственно. Поэтому, что касается этого, то здесь мы навязывать мнение, к сожалению, не можем. Очень много врачей, которые работают именно сосредоточены в столице, да? А Минздрав дает им направление, например, в районы, когда они трудоустраиваются? Есть какая-то схема? Нет, такого нет. В район никто не направляет. У нас единственное есть направление, достаточно жесткое и обязывающее, это по военной части, Агудзерский госпиталь военный. То есть врачи молодые, как правило, там проходят год службы. Ну, это год службы, это работа там, просто в этом госпитале. А так никто никого не обязывает. Вообще, мне кажется, если, как говорится, кто платит, тот и музыку заказывает. Если это обучение последипломное оплачивается Минздравом, то Минздрав, в принципе, вправе их обязывать на такие-то специальности пойти. Ну, я, насколько понимаю, то есть такой, значит, политики Министерства здравоохранения пока на данный момент нету. Нет, то есть, она принципе, существует, может, только в виде каких-то неофициальных рекомендаций, пожеланий, но ни к чему не обязывает она молодых специалистов. Ну, тут, кстати, стоит сказать о еще одной проблеме, о которой просто я осведомлен. То есть мало того, что ты можешь и, в принципе, возможно, даже обязан направить специалиста в тот регион, где есть дефицит с данным специалистом, но его надо обеспечить еще и жильем. Я, насколько понимаю, данный вопрос тоже стоит достаточно остро. Да, вообще специалиста можно направить в такой-то регион только в том случае, если государство оплатило его последипломное образование, то есть на всех этапах было рядом с этим специалистом. Если получилось так, что затраты на обучение, на повышение квалификации, на жилье, там, на питание, на что бы то ни было, ложились на плечи самого доктора, то требовать от него что-то тоже невозможно. А так, есть еще, конечно, момент такой, что медицина это такая сфера, в которой нельзя человека обязать, чтобы он занимался именно этим. Обязать нельзя, то есть Министерство здравоохранения может не обязать, обязать можно, мы можем требовать. Все равно что-то нужно делать, чтобы закрывать какие-то, извиняюсь, дырки, прикрывать какие-то проблемы. Так-то ничего удивительного нет в том, что все стараются работать в Сухуми, потому что... Еще есть какие-то причины, кроме того, как все же, если мы начали говорить о причинах, что побуждает наших врачей останавливаться именно в столице, а почему не хотят работать в районных больницах? Может, есть еще какие-то другие причины, которые жилья, например... Может быть, то, что там меньше пациентов, поток поменьше, это может быть служить и оснащенность, конечно, условия, наших районных больниц, она хуже. Но сейчас все равно в ближайшие годы эта оснащенность улучшится. Идут строительство, реорганизация больниц. Так что в этом плане, может быть, улучшится положение. Вот если конкретнее говорить, я думаю, в Гагарской больнице нет проблемы.
этим? С оснащением? Да? Ну, я имею в виду с тем, что люди, врачи вряд ли не хотят работать в Гагарской больнице. Больше захотят в Гагарской, нежели в Ткварчальской, я так думаю. Да, это безусловно, потому что количество населения там больше, работы там больше. Потом молодой специалист, не забывайте, если он начал только недавно работать, для того, чтобы улучшать свои знания, свои умения, повышать свой опыт, ему нужно, чтобы больше пациентов было, чтобы у него больше было работы. А так, когда он работает в районной больнице, в которой население очень маленькое, соответственно, примерно. Он может, наоборот, утерять какие-то навыки, которые уже приобрел. То есть для медика обязательно рост тоже? Да, опыт приходит только с работой. Мало того, то есть я, насколько понимаю, есть еще проблема, связанная с тем, что государство после окончания и диплома, и института, и после дипломного образования, специализации, оно не участвует в трудоустройстве этих людей, которые закончили вузы. Да, у нас доходит вообще до парадоксальной ситуации. Мы будем говорить откровенно, знаем о таких случаях, когда молодой специалист сам себе выбивает какую-то ставку в больнице, сам занимается этим, подключает своих родственников, друзей и так далее, и так далее. Все это мы все знаем. То есть в итоге, если я не ошибаюсь, получается следующим образом. Государство платит за твое обучение, государство платит за твою интернатуру, потом ты приезжаешь, и ты государству фактически не нужен. И твоим трудоустройством ты будешь заниматься сам лично, это твои личные проблемы. Ну, если честно сказать, конечно, трудоустроиться за пределами города Сухум молодой специалист может без проблем. Этого от него никто не требует, и, соответственно, он этого делать не пытается. Естественно, он старается трудоустроиться в Сухуме. А в итоге получается дисбаланс кадровый, который мы имеем на сегодняшний день. А если это человек вот из этого района, например, из того же Ткварчальского района, он житель этого города, после обучения, может быть, так иногда надо действовать, что он поедет работать в Ткварчальскую больницу? Или это не может быть поводом? Механизмов для того, чтобы его обязать, пока не существует. Их надо разрабатывать, конечно, но должно быть движение навстречу друг другу. То есть сейчас-то молодежь современная, которая заканчивает институты, они немножко по-другому мыслят, они немножко по-другому настроены. Они требуют условий вперед, а потом соглашаются работать. То есть, и это с каждым годом все будет жестче и жестче этот вопрос вставать. Но в данном случае я позволю себе заступиться за докторов и сказать, что молодые доктора в этом плане гораздо более правильную, возможно, выбрали позицию, потому что мы в свое время, отказавшись и понимая позицию государства, всю сложность проблем, в свое время отказывались от каких-то элементарных условий труда, от каких-то технических... И этим усугубили проблему, не только усугубили проблему, но в принципе недостаточно активно ее отстаивая, воза не там, как говорится. Так уже ли нужны вот в районах вот эти большие больницы, где будут работать много докторов? Это вообще отдельный вопрос, он давно уже муссируется в нашем обществе. Я свою личную точку зрения выскажу, а районные больницы должны быть. Вообще, если строго подходить, количество врачей на душу населения у нас, в общем-то, замечательное. Да, вопрос стоит в том, чтобы их как-то по этим душам населения распределить. Но получается так, что не врачи идут к людям, а люди идут к врачу на сегодняшний день. Соответственно, этот процесс в обратную сторону пока развернуть не удается. Докладчик предыдущий нам рассказал о том, как распределяются эти места, какие специальности были. То есть набор очень большой. Вроде бы все замечательно и хорошо, а эффекта для здравоохранения не очень много получается. Илона Ливановна, тогда к вам хотелось бы вопрос адресовать.
Есть ли у вас какие-нибудь данные по поводу общего количества врачей, среднего медперсонала Да. в нашей стране? На сегодняшний день, по нашим данным, у нас работающих врачей 608 человек. Среднего медперсонала 1535 и младшего медперсонала 584 человека. В принципе, если исходить из этих цифр, то у нас на душу населения, в принципе, достаточное количество и среднего медперсонала, и врачей с высшим медицинским образованием. То есть проблема остается та же самая, то есть по количеству нас, в принципе, Анна, докторов и среднего медперсонала достаточно. Это почти, насколько я понимаю, приблизилось к советским нормам и стандартам. Вопрос оказывается только географического баланса и распределения. Ну, может быть, и не только, а специализации. То есть, если одних докторов, например, хирургов очень много, зато нет других специальностей. Совершенно верно. То есть вопрос отдельных узких специальностей, узких направлений тоже, я насколько понимаю, стоит достаточно остро, и об этом, в принципе, у нас есть репортаж. Я общалась с жительницей Сухума, у которой внук периодически за все это лето несколько раз болел кишечной инфекцией, и они обращались в инфекционную больницу, у них была серьезная проблема, и вот что она нам рассказывает в интервью. أخوتي جوبا بسخانة بوخن حدالا جنا شر يوم زنكم كونين بمكن حنيت حسيوخ بشيء يليش كا يخسر حرر حدا حكيم دوتشر بابا خوش بحر زمن ديتك انفكتينيست حمد زم تجمست جكاد در تجكاد حدر خويا لك تخوجي جوبا بسنت كيلدان شو حرحوي أحدث حناكم شو خوجي تحمل المشينة تحستنقل تحمل شيقول يشرن تحتي خوجي كحدي خاز شو جيز شو دناح بخوجي درق جناكين حكيجني شيقول تحمل نين زماياك حنخد عم تحمل بس هاي عم حجير أنا عرزي شو خوجي كحمل ورسول عام يحكوا بحر أحتاج حد خرانا خوجي مسخر يخناح ويخرد كلش حزبكوه حشوح مرحوا كوشك حنبت بسويت يا أحسن حكم شو حاب عشت ترتع زم دحزشت زم رحوت أخو جوزة ديالو دلو حنشحكو أناليسكوك عزنا جينا قبل نتيجة رحوت يا أرزو قبل نتيجة يا عريب شرب كنا عملكوا بناخذ رسولن بحسن جينا فرشر أن يلقانا حتى نحاول ياخذ يا جنيرلتن هبس أقوى أردود زحت كله سزدر ما جرت بخشوا ما يوم أتجزر محزق شرن تو سزدر مقصوص الزواز ريخة ديتكي نيرا خيرور تحمم ديتكي انفكسيونيست تحمم. Это мнение многих родителей. В такой ситуации оказывались многие. Кстати, я хочу сказать, что медперсонал, врачи в инфекционной больнице очень доброжелательная. Она рассказывала мне, что именно отмечала то, что они вот встречают хорошо, встречают по-доброму, но помочь не могут, то есть медицинскую помощь, квалифицированную, качественную помощь они не могут оказать, потому что у них нет, во-первых, нужного специалиста, а во-вторых, условия для того, чтобы оставить больного ребенка в стационаре. У наших коллег, можно сказать, чрезвычайная ситуация, потому что ежегодно в определенные летние месяцы, это порядка 2-3 месяцев, у них творится настоящий аврал. Это означает то, что кишечная инфекция, с которой поступают дети, она принимает эпидемический характер, потому что количество поступающих детей в сутки, я разговаривал там в том числе и с докторами, то есть количество поступающих в сутки от 40 до 70 бывает в пик. Естественно, ни количество коек, ни количество докторов не позволяет обслужить такое количество поступающих. Мало того, отсутствует самый главный специалист по работе с детьми в данной категории граждан. Это детский инфекционист. У нас был детский инфекционист, но по определенным обстоятельствам сейчас он не может выполнять свои служебные обязанности. Поэтому, по большому счету, страна осталась без детского инфекциониста. И роль детского инфекциониста выполняют как и взрослые инфекционисты, доктора, наши коллеги, так и педиатры, которые, в принципе, узкой специализации в данной области не имеют, но всеми силами, всеми правдами и неправдами пытаются оказать помощь. И в этой связи мне хотелось бы задать вопрос нашим гостям. В первую очередь, Илона Ливановна, наверное, вам. Существует ли способ контрактной основы
или контрактного договора с иностранными специалистами по найму на работу? И практикуется ли это? Но, насколько мы знаем, по определенным специальностям у нас есть возможность, или, по крайней мере, мы сейчас пытаемся искать возможности, просто это сопряжено с рядом и юридических, и экономических проблем, для того, чтобы как-то попросить специалистов с различных учреждений Российской Федерации приехать и здесь у нас немного поработать, но, к сожалению, пока что эта практика в полную силу не развита. Я, насколько знаю, эта практика в данном случае у нас основывается только на личных каких-то просьбах, в том числе и руководства здравоохранения. Да. Но в данном случае проблема, как мне кажется, именно заключается в том, что не проработан юридический вопрос, имеется в виду контракта. Возможно, причиной этого является отсутствие закона о здравоохранении, который, может быть, предусмотрел бы такие вещи. Я с вами И в согласна, данном случае да. у нас есть определенная сложность. У нас есть сложность в том числе, насколько я понимаю, то есть даже если человек, специалист, приехал по контракту с оплатой, его негде разместить. Это тоже у нас соответствующая проблема. Существует ряд проблем, и вы абсолютно верно заметили, что большинство этих проблем может быть решено только после того, как появится закон о здравоохранении, который в настоящее время, к сожалению, у нас отсутствует. Мало того, хотелось бы добавить, что наши коллеги, работающие в инфекционной больнице, неоднократно обращались, в том числе и к руководству здравоохранения, и городского здравоохранения, и республиканского здравоохранения, министерство имеется в виду. Естественно, они были услышаны, но, к сожалению, по каким-то причинам ситуация до сих пор остается на том же самом месте. Неужели невозможно выучиться на детского инфекциониста? Неужели этот вопрос невозможно проконтролировать? У нас нет целенаправленной политики, которая обязывает пройти специализацию по необходимым для государства специальностям и профессиям. Вот этого у нас, к сожалению, нету. Я понимаю, когда человек может закончить университет, получив специальность врача общей практики, но дальше идет узкая специализация. Если ты не хочешь быть узким специалистом в данной области, в которой нуждается государство, значит государство имеет право не оплатить. И это ты сам будешь оплачивать свою учебу. Вот если с такой позиции посмотреть, возможно, как-то ситуация с места и сдвинется. То есть у нас нет целевого заказа. У нас государство на каждом этапе не может отследить ни учебу специалиста, ни затем его специализацию, то есть в какую область он должен пойти специализироваться, ни дальнейшее трудоустройство, ни обеспечение жильем. То есть на каждом этапе существуют сложности, которые, еще раз возвращаюсь, скорее всего, это будет самая главная проблема, которую на данном этапе мы будем рассматривать в наших передачах: отсутствие закона о здравоохранении. Я поняла. Возвращаемся к нему. Лимитами занимается сейчас Кабинет министров. Каково участие Министерства здравоохранения? Вполне возможно, если бы Министерство здравоохранения принимало бы в этом участие, как-то вопрос могли бы отрегулировать, нет? Возможно, я с вами соглашусь. Если бы принимало участие, то, возможно, было этот вопрос можно было решить более продуктивно. Но, к сожалению, на сегодняшний день вы правильно отметили то, что лимитами занимается непосредственно наша администрация и Министерство образования. Да, Вы имеете в виду... студенты, которые поступили по лимиту, формально никаких обязательств перед государством не имеют. Совершенно никаких. То есть они заканчивают институт, потом, если они могут самостоятельно продолжить свое образование последипломное, они его продолжают, заканчивают учебу и могут выйти на работу в России, в Абхазии, в Сухуми, где они посчитают нужным. Почему нельзя узаконить? Это нарушение прав человека? Я думаю, что в данном случае нарушением прав человека это не будет, потому что государство является целевым заказчиком в данном случае, и, соответственно, оно оплачивает твою учебу. Поэтому в данном случае никаких нарушений прав не будет. У тебя есть право закончить медицинский университет, но право оплачивать ту специализацию, которая необходима государству, оно должно оставить за собой. Если молодой специалист подписывает все-таки контракт с государством,
то проблема трудоустройства целиком лежит на плечах государства. Если же он этого не делает, то место для работы своей он ищет самостоятельно, и, соответственно, у него меньше шансов получить работу, которую он хочет. В данном случае, Анна, я считаю, что есть еще одна проблема. То есть государство в лице, возможно, Министерства образования, в лице Министерства здравоохранения не занимается просвещением наших студентов, которые желают поступить в медицинский университет, либо которые там уже обучаются. Потому что по окончании университета они в любом случае столкнутся с трудоустройством. И если ты специалист, которых и так уже здесь предостаточно, естественно, у тебя будет проблема с трудоустройством, у тебя будет проблема с работой, грубо говоря, да, с пациентами. Поэтому в данном случае, если вовремя сориентировать студента, я просто не понаслышке, по своему опыту знаю, что если государство в свое время вело бы разъяснительную работу в плане того, насколько будут специалисты нам необходимы, в какой области, где планируется построить тот или иной центр, оснастить ту или иную клинику, то есть специалист, который заканчивает университет, он в принципе уже будет сориентирован и может рассчитывать на трудоустройство. Я думаю, это немаловажный фактор в нашей небольшой стране. Но кто-то их тестирует после окончания, прежде чем они устраиваются, наши доктора, на работу. Система, дипломы, сертификаты, это все свидетельство того, что он имеет определенную базу знаний и определенное количество навыков. Как вообще происходит в других странах, Батал, если ты в курсе? Вообще в других странах, то есть суть заключается в том, на самом деле, Анна, это дефект советской системы здравоохранения. В чем он заключался? Вернее, системы образования в медицинских университетах. В чем он заключался? Я совершенно точно знаю, что можно закончить университет медицинский на одни тройки и получить диплом. То есть и твой диплом абсолютно не будет отличаться ни от какого-то другого. Соответственно, принцип остался тот же, подход ширпотреба в отношении кадров. То есть в советской экономике нужно было много специалистов, неважно в принципе было, какого они были качества, по большому счету. Да, кто учился хорошо, кто не мог, его дотягивали, старались ему выдать диплом, зато все были с дипломами, начиная от Камчатки, заканчивая Калининградом. То есть у нас специалистов было достаточно. Об их качестве можно судить, думаю, что в отдельной передаче. Человек, я считаю, должен тестироваться в процессе обучения в медицинском университете. То есть мы должны доверять. Вот. В данном случае у нас тогда должны быть свои критерии. В какой вуз мы определяем человека, какие там критерии оценки, какие там критерии для того, чтобы закончить это. Я поняла, может тогда мы себя должны обезопасить так, чтобы в медвузы попадали лучшие абитуриенты, то есть здесь уже отбор, когда их отправлять, здесь мы должны проходить самые лучшие и образованные. Отбор здесь так и так ведется. Наши абитуриенты экзамены вступительные в России не сдают. Те, кто поступает по лимиту, конкурируют между собой здесь. Я хочу немножко внести ясность, Анна. Я понимаю, о чем ты говоришь. То есть, в принципе, существуют жалобы. Да, я знаю тоже не понаслышке от пациентов о качестве наших докторов. Но хочу тут немножечко ремарку внести в отношении того, что доктора, те, которые у нас есть, в подавляющем большинстве случаев, учитывая те условия, в которых они находятся, делают порой невозможное. То есть они совмещают несколько специальностей, потому что узких специальностей в данном случае могут отсутствовать и они выполняют эти вещи. Они делают порой даже невозможное. Но существует объективная реальность, при которой, к сожалению, невозможно оказать качественную медицинскую помощь при отсутствии соответствующего технического оборудования или сопутствующих специалистов. Это там тоже очень большая проблема. Ни в коем случае не хочу ставить под сомнением профессионализм многих врачей, особенно с теми, с кем я общаюсь. Но речь идет о том, что я хочу, чтобы докторами становились самые лучшие, самые образованные. Поэтому это, скорее всего, вопрос, так, наверное, к Минобразованию, который ведет прием, да, желающих, там, выступающих, чтобы был жесткий отбор. При стремлении и упорстве человек даже с невысоким IQ может стать хорошим, крепким доктором. Вы сказали «может», а может и не может. Может и не может. Может, а мы рисковать здоровьем не можем. Речь идет о призвании. Да. Да, то есть, правильное слово подобрал, к сожалению, Анна, на этапе поступления в медицинский вуз это один из мифов,
в том числе о здравоохранении, да, и о медиках в частности, о том, что человек должен поступать туда, именно имеющий призвание. Но, к сожалению, критериев отбора или критерии оценки призвания не существует, поэтому в данном случае следует относиться к здравоохранению и к поступлению в медицинский вуз, как, в принципе, на любой другой факультет. Самое главное, чтобы те знания, которые показывал абитуриент, они были честными и оценены справедливо. А у нас присутствует на передаче Виолетта Андреевна Зинченко, председатель цикловой комиссии по клиническим предметам. Виолетта Андреевна, в вузах Российской Федерации существует факультет высшее сестринское отделение. У нас здесь аналог на уровне колледжа существует, который выпускает средний медперсонал, скажем так. Скажите, пожалуйста, сколько выпускников в год в среднем выходит из стен вашего заведения? Ну, в среднем выпускников у нас 130, иногда 140. Это зависит, значит, конечно, от количества приема. Обучение в колледже 2 года 10 месяцев и 3 года 10 месяцев. У нас есть факультеты, это сестринское дело, фельдшер-акушер. Как раз мы готовим это 2-й год для работы в селах, для фельдшерско-акушерских пунктов. Есть факультет лечебное дело, фармацевт, стоматологи, значит, гигиенисты и протезисты. Ну, хотелось бы еще, чтобы были лаборанты и санитарно-гигиенные специалисты. Но набора в этом году не было, потому что заявлений на эти факультеты не было. Как обстоят дела с материально-техническим обеспечением? Потому что я в свое время еще на 1-м курсе проходил такой предмет, как уход за больными. И, соответственно, это, в принципе, и есть сестринское дело. Скажите, пожалуйста, я, насколько помню, там очень важное значение, вот в теории, имеют и наглядный материал, какие-то учебные пособия, в том числе и плакаты, и муляжи и все прочее. Насколько это соответствует современному уровню, то, о чем мы говорим? Конечно, уровень не очень, но кабинет сестринского отдела у нас есть. Значит, есть все предметы ухода за больным, есть таблицы, есть муляжи для реанимации больных. Конечно, желать бы хотелось бы лучше. Некоторые таблицы и плакаты мы рисуем и пишем сами. Вы на финансировании госбюджета? Госбюджета, да. Ну, у нас есть, значит, госбюджет, не все получают. Мы находимся на хозрасчетной дотации. Зарплату мы получаем от сдачи денег студентов. А сколько стоит год обучения? Год обучения на каждом курсе разный. Сестринское дело 13 тысяч, лечебники 14, а стоматологи и фельдшеры-акушеры 15 тысяч. А бюджетные места есть? Бюджетные места в этом году была 1 заявка, 1 человек поступил, в прошлом году было 2. А конкурс высокий? В этом году было собеседование. Значит, было 240 мест, 158 только приняли. Виолетта Андреевна, скажите, пожалуйста, а как сейчас у вас в заведении обстоит дело со стандартами? Какими стандартами, иными словами, вы пользуетесь? Сейчас мы пользуемся стандартом российского образца. Значит, последнее мы получили 2008 года. И по этому учебному плану работаем. Скажите, пожалуйста, существует какое-то взаимодействие на аналогичном уровне с российскими коллегами? Ну, мы переписываемся с Ленинградским медицинским колледжем. Значит, получали мы оттуда вот как раз с ними программы. И с Сочинским медицинским колледжем. А преподавательский состав, он у вас укомплектован? Да, укомплектован 51 преподаватель, 24 клинициста, 20 гуманитарий и 7 человек из среднего медперсонала. Виолетта Андреевна, хотел вас спросить, по вашим личным наблюдениям,
Вот вы, опережая время, даже можно сказать, уже открыли факультет фельдшерско-акушерский. Пока у нас фельдшерско-акушерских пунктов практически нету, а уже специалисты к ним готовятся. То есть это, можно сказать, шаг по направлению к реформе Министерства Минздрава. Я хотел вас спросить, сами ваши студенты, вот, которые на этих факультетах учатся, они готовы работать в деревне? Да, на этих факультетах хорошие, грамотные дети. Это какой курс сейчас самый высокий? Они только на 3-й перешли. Только 3-й. А там 5 лет обучения. Существует ли от государства целевой заказ на значит, кадровые места по трудоустройству с естественным обеспечением заработной платы? Нет. Такого нет? Нет. То есть ваши выпускники после окончания учебы должны сами находить свою работу. Но они могут остаться без работы? Они могут остаться без работы, но некоторые идут все равно в больницы, работают в качестве младшего медперсонала для того, чтобы, если вдруг будет место, чтобы устроиться. 14 тысяч в год за обучение. Практически играют люди в рулетку. У них положение еще сложнее, чем у нас. Я думаю, можно только похлопать этим людям, которые с такими неясными перспективами. Похлопайте, девочки, сюда. Насколько это важно, когда ваша медсестра знает хорошо свое дело? Ну, что касается медсестры, многие вещи можно научить в процессе работы, конечно. Там основополагающий базис – это именно морально-этические принципы, деонтология медицинского работника. От нее большая часть вещей отталкивается. В данном случае речь идет о таком предмете, как этика и деонтология в медицине. То есть для телезрителей хотелось бы объяснить, что это правила общения доктора с пациентом. Мне хотелось бы, Анна, обратиться к нашей молодой аудитории, которая сегодня приглашена к нам в студию, и спросить их мнение. Как видят они свое обучение и перспективу своего дальнейшего трудоустройства? Какие пожелания у них есть в данном случае? Я, например, у меня дети, я вот отучусь, я вынуждена работать здесь. Потому как даже если у меня было бы там лимит от государства, я бы не смогла бы выехать. И поэтому хотелось бы работать здесь, и чтобы после окончания, естественно, я не билась и не искала места, где работать. Вот. Вы об этом думаете? Ну, естественно, конечно, я уже при поступлении думала, а вот я закончу, а где я должна работать, как я найду эту работу. Кто-то из вас, если вдруг по направлению вас отправят в район, в больницу или в село, готовы ли работать? Если предоставится такая возможность, если будут места, я с удовольствием поеду и с удовольствием поработаю в больнице. Ты на каком курсе? На 4-м. А факультет? Акушерский. Когда окончишь медколледж, как ты собираешься искать работу? Уже так есть приблизительные места, уже думаю, куда я пойду. Какую зарплату тебе хотелось бы иметь, работая в больнице? 20-25. 20-25 тысяч. Ты знаешь сейчас, сколько получают медсестры? Да. Сколько? Да. Сколько? До 4, по-моему. Единственное, Анна, по российской статистике около 30% выпускников медицинских вузов и заведений не работают по специальности. Я искренне желаю нашим молодым гостям, чтобы их в нашей стране не постигла такая же участь. Работайте и удачи вам. Нам пора завершать. Как нам подсказывает режиссер, мы уже выходим за рамки своего времени. Вы довольны сегодняшней беседой? Я считаю эту беседу очень полезной, естественно, доволен. Поблагодарить хотелось бы гостей, которые сегодня к нам пришли, и, естественно, в очередной раз сделать выводы. Для нашей страны, для нашего здравоохранения нужна целевая кадровая политика, которая будет заключаться в том, что государство должно в лице здравоохранения понять для себя, какие кадры, в каком количестве, и как обеспечены они должны быть для того, чтобы наше здравоохранение было на должном уровне. Вчера хопшу напсватили копшрачы заигра с гуейсва адыратара агуейсрам.
Абзирас. Хай бабаб.